Изменения в бюджет Вурнарского района, передача имущества в собственность сельских поселений, эти и другие вопросы обсудили на очередном собрании депутатов Вурнарского района. Вел заседание глава Геннадий Спиридонов. В заседании также приняли участие глава администрации Леонид Николаев, прокурор Евгений Краснов, главы администрации поселений, начальники структурных подразделений. В повестку дня были включены 10 вопросов. Вначале народные избранники рассмотрели вопрос внесения изменений в бюджет Вурнарского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Доходы бюджета района предусматривается увеличить на 24 290 рублей за счет безвозмездных поступлений. С учетом вносимых изменений доходы бюджета составят 635 434 рубля. Общий объем расходов бюджета Вурнарского района на 2019 год увеличивается на 32 836 рублей или на 5,1%. Бюджет района на 2019 год будет сформирован с дефицитом 39 879 рублей. Наибольшие расходы будут по разделу образования. Председатель комитета Госсовета Чувашии Сергей Павлов остановился на параметрах бюджета Чувашской республики и района в целом. Он подчеркнул, что инвестиционные расходы с каждым годом увеличиваются. Предприятия и организации республики вкладывают все больше инвестиций в свое развитие и региона в целом. Далее на заседании были рассмотрены вопросы, связанные с передачей имущества района в собственность сельских поселений, с внесением изменений в решение Вурнарского райсобрания депутатов о прогнозном плане приватизации муниципального имущества Вурнарского района Чувашской республики на 2019 год. Управляющей делами администрации района Светлана Войтенко выступила по вопросу внесения изменений в состав административной комиссии Вурнарского района. Народными избранниками был утвержден обновленный состав. Далее депутатами был утвержден план работы Вурнарского районного собрания депутатов 6-го созыва на второе полугодие 2019 года. В завершении заседания был рассмотрен наградной материал. Илья Сергеев, Елена Анисимова, Павел Павлов. Вурнары.